Главные вопросы, волнующие местных предпринимателей, это стабильность местного рынка и поддержка от государства. Какие проекты сейчас продвигаются на госуровне и куда обращаться начинающим бизнесменам для старта собственного дела? Общественная организация «Деловая Россия» призвана помочь предпринимателям с организацией малого и среднего бизнеса. Как тяжело сегодня развиваться малому бизнесу в условиях конкуренции и отсутствия финансовых средств на стартапы для начинающих предпринимателей. Государство особое внимание уделяет именно этому сектору экономики, поддержку субъектов малого предпринимательства. Открываются общественные институты поддержки предпринимательства, разрабатываются и внедряются новые меры поддержки федерального и регионального уровня. На встрече представители Фонда поддержки предпринимательства, Министерства труда и Назрановская администрация. «Деловая Россия» выступает в роли связующего звена между бизнесменами и властью. Сейчас в регионе в большей части преобладает малый и средний бизнес. Однако и он в последнее время, судя по статистике, находится в упадке. Виной этому пандемия. Чтобы как-то наладить прежние показатели, в регионе реализуют несколько программ поддержки от государства. К примеру, работодатели стимулируют субсидиями, которые готовы нанять новых сотрудников. Вернее, предпринимателю или же юридическому лицу возмещается МРОТ плюс торговые взносы, это 16 655 рублей. По истечении первого месяца ему соцстрах возмещает вот эти средства. Общая сумма возмещения это 49 965 рублей. Это в течение 3 месяцев. Но работодатель не вправе уволить этого работника, который он взял с центра занятости, который состоит в центре занятости как ищущий работу, в течение 6 месяцев он должен содержать этого безработного гражданина. Также на обсуждениях поднимают вопрос о финансовой поддержке предпринимательства. В микрокредитных организациях для начинающих бизнесменов есть специальные условия с пониженной процентной ставкой. Как правило, она варьируется от 1 до 6% годовых. Микрофинансирование – одна из действенных мер поддержки субъекта малого и среднего бизнеса в республике. Сумма микрозаймов от 50 тысяч до 5 миллионов рублей. Срок от 12 до 36 месяцев. Процентная ставка, как я уже сказал, до 6 месяцев, до 6%. В 2020 году поступило к нам 62 заявки на предоставление микрозайма от субъекта МСП. Одобрено из них 59 заявки, отказано 3 заявки. В рамках подписанного соглашения «Деловой России» и Назрановской администрации обсуждения с местными предпринимателями будут проводить ежеквартально. Основная задача подобных мероприятий – выслушать местных бизнесменов и помочь им в продвижении собственного дела. С своей стороны заявили о том, что мы готовы выступить неким координатором взаимодействия, и нести практический опыт и реализацию мер поддержки для предпринимателей, то есть консультировать, помогать им в подготовке документов и выстраивать взаимоотношения с органами власти. Администрация Назрани готова к сотрудничеству с местными предпринимателями в открытии и продвижении собственного дела. Представители «Деловой России» будут дальше налаживать связи с органами управления региона для комплексного развития предпринимательства в Ингушетии. Идрис Ижиев, Магомед Шаухалов, Новости 24.